Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Продолжается массовая иммунизация населения Якутии. Первый компонент вакцины против ковид получили 137 тысяч якутян. В Алданском районе у выпускников в скором времени начнутся итоговые испытания. Особое внимание уделят мерам безопасности. Более 500 деревьев посадят в парке Победы Якутска. Сегодня дали старт всероссийской акции «Сад памяти». По данным оперативного штаба, за сутки в регионе заразились коронавирусом 108 человек. Из них в Якутске 65, в Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 7, в Мегино-Кангаласском и Сунтарском по 5, в Кангаласском районе 4 заболевших. Еще в 9 районах Якутии от 1 до 3 инфицированных. Также в региональном оперштабе сообщили, что с начала поставок вакцины против ковида поступило 154 тысячи доз. Первым компонентом привиты 137 тысяч, вторым 103 тысячи якутян. Тем самым реализовано на сегодня 89% от поступившей вакцины. Напомним, 19 мая вышло постановление главного санитарного врача об иммунизации населения. Согласно постановлению главного госсанврача, теперь все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию своих сотрудников. Это касается не только государственных и бюджетных учреждений нашей республики, но и индивидуальных предпринимателей и руководителей тех организаций, федеральных, которые работают здесь, на территории Республики Саха-Якутия. Поэтому всех призываю, руководителей организаций, предприятий, вообще население нашей республики, мы должны активно пройти этот курс вакцинации, потому что у нас неблагополучие по всей территории, и нам нужно в краткие сроки иммунизацию сделать населения, чтобы выработался коллективный иммунитет, и чтобы мы в лето, к осени вошли уже с большой иммунной прослойкой. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Якутска, Намского и Кобяйского районов. Нижняя кромка наблюдается в 20 километрах ниже поселка Сангары. Уровень воды 937 сантиметров, при критическом 1150. А верхняя кромка у поселка Кангаласы. Уровень воды 730 сантиметров, при критическом 1370. У Якутска уровень воды составляет 603 сантиметра, при критическом 990 с учетом дамбы. Протяженность ледохода 312 километров. В ближайшие сутки и двое ледоход достигнет границы Жиганского района, а с 22 по 24 мая ожидается подвижки льда на участке Жиганск-Джарджан. На реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка 80 километров ниже населенного пункта Хатырык-Хамо. Уровень воды составляет 924 сантиметра, при критическом 1220 сантиметров. На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у гидропоста Тюмяти. Уровень воды составляет 1275 сантиметров, критического уровня нет, а верхняя кромка в 150 километров выше гидропоста Тюмяти. Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается у местности Банские острова, а верхняя кромка у города Среднеколымск. Уровень воды составляет 1119 сантиметров, при критическом 1200 сантиметров. У населенного пункта Зырянка уровень воды составляет 515 сантиметров, при критическом 850 сантиметров. 18 мая для Ленского речного порта стартовала навигация. В Ленск прибыло первое судно компании «Алрос-Алена». Состав СК-2098 вышел из города Усть-Кут 16 мая. На судне технический груз примерно 2457 тонн. Это различное горношахтное оборудование и транспортные средства для подразделений компании. В движении с Усть-Кута у нас находится в данный момент 8 единиц техники, то есть транспортных средств, плавсредств, судов, в адрес 5 заказчиков. Также 2 состава идет в адрес Ленского отделения МТС, 3 судна идет в адрес ООО «Ренснабжение».
Развитие энергетической отрасли обсудили глава Якутии и генеральный директор Русгидро. Айсен Николаев отметил, что в республике проведена большая работа по обеспечению энергонадежности. Введена первая очередь якутской ГРЭС-2 в северных районах. Запланировано строительство 6 электростанций с использованием альтернативных источников энергии. Вместе с тем глава региона обозначил ряд проблем. Они связаны с тарифообразованием Якутскэнерго, созданием единой теплоснабжающей организации города Якутска. В свою очередь Виктор Хмарин сообщил, что начата модернизация 3 энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС. В течение 4 лет будет вложено более 5 миллиардов рублей, а вторая очередь Якутской ГРЭС-2 заменит изношенную Якутскую ГРЭС, отработавшую более 50 лет. Теперь ЕГЭ для выпускников не испытание, а добровольное мероприятие. О подготовке к проведению в республике государственной итоговой аттестации рассказали в Якутске на пресс-конференции. В этом году выпускники 11 классов также должны подтвердить свой допуск к экзаменам успешной сдачи итогового сочинения. Те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать госэкзамен по выбранным предметам в известной форме. Школьникам для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо успешно сдать только государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Расписание экзаменов, учитывая резервные дни проведения, уже опубликовано. Надо сказать, что для 11 классов есть нововведение в этом году. Это по технологии, значит, передачи материалов по интернет-сети. Это у нас новое. И во-вторых, это распечатка материалов полного пакета в аудитории. И надо сказать, что по экзамену по информатике ИКТ у нас тоже проходит в компьютерной форме. 11 класс в Алданском районе заканчивают чуть более 200 человек. Встречи участников испытаний и пункты проведения экзаменов готовы. Угроза распространения коронавирусной инфекции не ликвидирована, и особое внимание будет уделено мерам безопасности. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Несколько дней осталось до главных школьных экзаменов. С предметами для сдачи ребята определились давно и теперь все силы нацеливают на подготовку. Знания по русскому языку и математике покажут практически все выпускники. В числе наиболее популярных предметов у школьников остаются обществознание и профильная математика. Будет организовано так же, как и в прошлом году, все с соблюдением всех норм. Мы все это проговорили, все у нас ПБ готовы, все есть необходимое для этого. В этом году выпускники смогут продемонстрировать знания в 2 формах – привычного единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена. Вариация ГВЭ является новой и имеет ряд особенностей, отличных от ЕГЭ. Русский язык и математику будут сдавать те ученики, которым нужен только аттестат. Всего у нас выпускников текущего года 217, из них выбрали ГВЭ 57 и 160 единый государственный экзамен. Государственные выпускные экзамены школьники начнут сдавать с 25 мая, а период ЕГЭ стартует в последний день весны. Единый госэкзамен 2021 будет проводиться по новым правилам. Первое – это печать и сканирование в этом году проходит именно в аудитории пунктов проведения экзамена и передача материалов по сети интернет. Поэтому, конечно же, в этом году очень много было апробационных мероприятий. Наши педагоги все их прошли с честью, можно сказать, успешно. Единый госэкзамен по информатике в этом году пройдет в компьютерной форме. Это нововведение предполагает в контрольно-измерительных материалах задания на практическое программирование. Ребята в этом году тоже уже дважды проходили тренировочные мероприятия. У нас тоже все получилось, и хорошо сработали и организаторы, и другие работники ПП, и ребята. Проведение государственной аттестации по 2 формам определило количество пунктов приема экзамена. В Алданском районе по каждой форме их будет 4. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. НВК «Саха» проведет онлайн-выпускной 30 мая. Выпускники школ со всей Якутии могут отправить видео о своем классе, рассказать о планах и поздравить с окончанием учебы. Эти ролики покажет телеканал НВК «Саха» 30 мая в ходе праздничной трансляции. Отправить видео можно до 27 числа на почту nvk-выпуск2021@mail.ru. Принимаются ролики длиной до 3 минут в качестве Full HD в горизонтальном формате с указанием школы и класса.
В прошлом году с инициативой провести онлайн-выпускной выступила служба интернет-вещания. В течение нескольких недель выпускники со всех школ республики присылали свои поздравления. Всего для участия в акции поступило около 150 видео поздравлений. Более 500 деревьев посадят в парке Победы Якутска. Сегодня дали старт всероссийской акции «Сад памяти», которая в эти дни проходит в России и странах СНГ. В акции участвуют трудовые коллективы, а также сотрудники министерств и ведомств. Часть саженцев будут носить имя участников Великой Отечественной войны. В будущем в парке Победы должен появиться молодой лес из елей и берез. Всего по всей стране в рамках этой акции россияне должны посадить более 27 миллионов деревьев. Якутяне участвуют уже второй год подряд. В связи с пандемией мы в этом году приняли участие 50 человек сначала до обеда и после обеда еще 50 человек. Эта акция будет продолжаться до 22 июня. Сегодня высаживают, как вы видите, 50 штук ели, 50 штук березы. И после обеда снова еще будут продолжать именными карточками, с именами ветеранов. И делаем призыв, чтобы все улусы, районы присоединились. В частном секторе пусть семьи тоже сажают со своими детьми. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.